Радости жителей улицы Нагорная в Гамурзиево нет предела. Более 20 лет они мучились из-за старого водопровода и разбитой временем дороги, которую размывало, стоит лишь пойти небольшому дождю. Все изменилось, когда сын одного из местных жителей решил помочь своим односельчанам и разом закрыть накопившиеся проблемы. 350 тысяч тонн. Дикая турбажка, дал садолцун, дал шехмелят олцумолилдер. Айвах мелхалдым, уз бахчан махо даста дутраха еще. Соник бихабуж, кири догун хал цитмалдо хиачу ухушла. Так няка хал ай ухуж дибердс. Ждибер хал ухуж юх ухуж масни машин штару мучи. Машин ли ети гаш хал ай ухуж. Об мелхал кимал дутмшдиз змалдер. Змалдер да дианште ханди асфальт была. В одном из 40 домов на этой улице проживает уважаемый всеми старейшина Абдурахим Азиев, который является сыном известного ингушского поэта Салмана Азиева. Он поведал о том, что начиная с 1993 года здесь практически ничего не менялось. Ветхий водопровод со временем начал лопаться, а региональный водоканал лишь разводил руками, латая места очередных порывов. У нас на улице живет Аушев Халим. Его сын работает в Якутии, Рашид. Узнав наши проблемы, он приехал за свой счет, полностью провел нам воду и вот эту дорогу проложил, в которой мы очень нуждались. 6 метров в ширину и 520 метров в длину. Качественное асфальтное покрытие было уложено буквально за один день. Но перед этим нельзя не отметить вклад представителей местной власти, подчеркивают жители улицы Нагорная. Узнав, что дорогу планируют благоустроить, замглавы администрации тут же внес свою лепту в это благородное дело. Он выкопал нам траншею, бэушный асфальт, 6 машин он нам дал для первичного покрытия дороги. И по всей траншее под трубу, под ложку песок привез. Грязь и слякоть останутся в прошлом, уверены жители улицы. Теперь самое главное – бережно относиться к тому, что у них есть. Жителям улицы Нагорная больше не придется переживать за качество питьевой воды. А местные ребятишки могут расчехлить свои ролики, самокаты и велосипеды, смело катаясь по ровному и гладкому асфальту. Михаил Тангиев, Мербек Миржоев, Новости 24.